как и запланировано, это плохой знак? Означает ли это, что говорить не о чем? Ну, в принципе, пунктуальность не может быть плохим знаком. И, как вы и сказали, мы планировали встречу на 1,5 часа, потому что нам было примерно понятно, что мы будем обсуждать. Нам не было нужды воспроизводить все то, что прозвучало на российско-американских переговорах здесь же в Женеве 10 января и на переговорах в Совете России и НАТО 12 января. Мы, конечно, этого не повторяли. Мы уже слышали первую реакцию Соединенных Штатов, пока устную, на то, что обсуждалось в тех двух форматах на уровне наших заместителей. И реакции, как, в общем-то, американская сторона и просила нас, когда предложила провести эту встречу, реакция была предварительной, нас об этом предупредили. И она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами в наш адрес, ответы на которые помогут американской стороне, как мне сказал еще по телефону несколько дней назад Энтони Блинкен, помогут американской стороне подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты договора с США и соглашения с НАТО. И, в общем, сегодня все это и произошло. Добрый день, Ирада Зейналова, НТВ. Сергей Викторович, в 70-е, когда было Хельсинские договоренности, за него 3 года поговорить. В 2009 году мы предлагали договор о европейской безопасности. Вот, он тогда ушел в песок. Сейчас есть ощущение, о котором говорили сразу после подтверждения нашего плана о красных линиях. Сейчас есть ощущение, что могут быть заболтаны все эти соглашения и что они тянут время? Ну, в принципе, опыт нашего общения с западными коллегами по проблематике европейской безопасности, он, конечно, изобилует примерами, о которых вы упомянули частично, когда что-то обещалось и потом не выполнялось. И я уже приводил слова президента Соединенных Штатов сразу после подписания Хельсинского заключительного акта 1975 года, когда Джеральд Форд, по-моему, был тогда, он сказал, торжественно отмечая вот это событие, Хельсинский заключительный акт, он сказал, потомки будут судить о нас не по обещаниям, которые мы даем, а по обещаниям, которые мы выполняем. И вот с этим, конечно, и у американских наших коллег, и у других западноевропейцев, да и натовских членов, с этим плоховато. Но еще раз говорю, мы сегодня услышали, конечно, некоторые повторения аргументов о свободе выбора альянсов, военных союзов, но мы привели целый ряд документов, в которых эта свобода выбора союзов обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств. И попросили Энтони Блинкена и его команду объяснить нам, как они трактуют вот эту часть тех обязательств, которые были на политическом уровне приняты в ОБСЕ и не раз подтверждены в ОБСЕ. Так что встреча была у нас промежуточная. Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, который поможет им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчеркнуто, представить нам письменную реакцию. Peter Oliver, RT International Foreign Minister. Hi, over here to your right. If I may in English, sorry, my Russian's not quite up to it. Last night the State Department put out a load of... Вчера Государственный департамент заявил, что от Украины в отношении России не поступает никаких угроз. А также было заявлено, что моя сеть РТ участвует в пропаганде. Что Министерство иностранных дел России может сказать по поводу этого заявления? А как поставки вооружения на Украину из США и Великобритании сказываются на переговорах? Вы за меня уже рассказали, конечно, эти бумаги, которые Госдепартамент специально, конечно, готовил к сегодняшней встрече, их читать невозможно, но у нас есть специальные подразделения, которые возглавляет официальный представитель министерства.
они обязаны все это изучать, и реакция уже последовала. Я не думаю, что следует дополнительно как-то комментировать. Там достаточно полистать и наугад открыть любую страницу, и чтобы убедиться, что все, что там написано, не выдерживает никакого критического анализа. И просто в большинстве случаев это чистая ложь. Вот. А что касается угроз, мы обсуждали Украину сегодня. Наши американские коллеги попытались опять как-то вот поставить во главу угла проблемы на границе России с Украиной, попытались обусловить все остальное необходимостью вот так называемой деэскалации. Это уже стало таким заклинанием. Но, подчеркну еще раз, в конечном итоге завершили мы договоренностью о том, что нам будут на следующей неделе представлены письменные ответы на все наши предложения. Ну и вы упомянули заявление о том, что Украина никакой угрозы для России не представляет. Я хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом наших публичных выступлений, анализом наших позиций, что Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу. Президент Зеленский, которого взяли под свое крыло наши западные коллеги, опекают его, поощряя на любые выходки, заявил публично, что если кто-то чувствует себя русским из граждан Украины, то пусть он убирается из Украины в Россию. А тех, кто на Донбассе противостоит государственному терроризму со стороны киевского режима, он назвал не людьми, а особями, как вы помните. Поэтому кто кому угрожает и во что эти угрозы могут вылиться, это большой вопрос. Мы не исключаем, что вся вот эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, она направлена на то, чтобы если уж не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей. Иного объяснения я не вижу, потому что все ответы на вопросы, которые звучали, мы предоставили. И когда нам говорят, ну да, вот все-таки, да, это ваша территория, мы это признаем, но многовато что-то вы там войск собрали. И при этом тут же в одном предложении заявляется, что то, что делают американцы со своими войсками в Европе, это не наше дело. Мы сегодня откровенно с Тони Блинкеном об этом поговорили, он согласился, что, в общем-то, нужно, конечно, более разумно вести диалог, и надеюсь, что эмоции поубавятся, хотя гарантий никаких нет. Fred Pleitgen from CNN, sir. Was there any headway made on any of the points that the Russians have been raising? Был ли достигнут прогресс по обеспокоенностям, выдвинутым в России, в частности, в вопросах безопасности? Также, насколько велика, как вы считаете, угроза войны и просчета, учитывая скопление войск вблизи границы? А также, почему Россия делает это именно сейчас? Почему необходимо сделать это именно сейчас, учитывая, что позиция НАТО не изменилась? Это оказывается. Я думаю, что Государственному департаменту надо еще методы работы CNN проанализировать на предмет справедливости информации, аккуратности в изложении фактов. Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Но утверждая о том, что это произойдет, вы тут же спрашиваете, а почему сейчас? А когда не нападать-то нам? Это странный вопрос. Что касается нашего принципиального подхода о необходимости прекратить бесконечное расширение НАТО на восток, мы его, конечно же, повторили. Энтони Блинкен повторил свою позицию насчет права выбирать союзы. Я, как я уже упомянул, поинтересовался, как Америка собирается выполнять свое обязательство, которое в рамках ОБСЕ наряду с правом выбирать союзы было
одобрено на высшем уровне. Обязательство не укреплять ничью безопасность за счет ущемления безопасности других. Он обещал объяснить, как США относятся к выполнению этого своего обязательства. Я вам сказал, что это не конец нашего диалога. На следующей неделе мы получим, как несколько раз подчеркнул Энтони Блинкен, получим письменную реакцию. Ну и насчет нашего принципиального вопроса о нерасширении НАТО, нас многие спрашивают, а почему? Да потому что этот блок, он как был создан против Советского Союза, а сейчас он работает против Российской Федерации, причем это записано в доктринальных документах. И вот вам такой пример, когда восточноевропейцы, ну прежде всего те же поляки, страны Прибалтики, рвались в НАТО, мы предупреждали Запад, что это будет ошибкой, что это никоим образом не укрепит безопасность самого НАТО и лишь будет подогревать экстремистские настроения. Нас заверяли многократно. Совсем наоборот. Вот мы их примем в НАТО, и вот эти у них фобии, которые остались еще с советских времен, они улягутся. И это будут мирные, добрые ваши соседи. Ровно наоборот все получилось. Русофобское меньшинство именно во главе с этими странами, прежде всего Прибалтики и Польши, правит бал не только в НАТО, но и в Европейском Союзе, заставляя продолжать тупиковую антироссийскую политику по всем без исключения вопросам. Поэтому CNN я призываю более аккуратно подходить к фактам еще раз. Известие, пожалуйста. Николай Иванов, «Известия». Сергей Викторович, даже во вступительном слове Блинкен сегодня угрожал и говорил о том, что будет ответ, если агрессия на Украине случится. И на следующей неделе будет ответ письменный. В принципе, его тональность уже понятна. Или я ошибаюсь? И что будем делать дальше? Я сказал уже, что Украину пытались наши американские коллеги в очередной раз сегодня поставить во главу угла всего этого процесса. Мне показалось, что в итоге после наших объяснений они, сохранив свои озабоченности, как они их называют, все-таки поняли, что нужно концентрироваться на содержании наших предложений, и обещано было, еще раз подчеркну, предоставить нам на следующей неделе письменную реакцию на наши предложения. Я почти уверен, что каким-то образом, так или иначе, там Украина тоже прозвучит, но я не услышал сегодня ни одного аргумента, который обосновывал бы американскую позицию по вопросу того, что происходит на российско-украинской границе. Только вот озабоченности. Наши озабоченности по поводу не вымышленных угроз, а по поводу реальных фактов, которые никто и не скрывает. Накачивание Украины вооружением, направлением сотен западных военных инструкторов на Украину. Сейчас еще Евросоюз, боясь отстать от натовцев, свою хочет создать военно-тренировочную миссию на Украине. Но это уже будет достаточно интересный поворот в амбициях Евросоюза, который, видимо, таким образом хочет напомнить о себе, потому что как-то не очень его видно в серьезных разговорах. И да, мы считаем, что украинский вопрос требует пристального внимания, но не сводить к этому вопросу всю проблему европейской архитектуры безопасности. По Украине Энтони Блинкен подтвердил то, что президент Байден говорил об их готовности содействовать реализации минских договоренностей, и я его призвал в очередной раз использовать свое решающее влияние на киевский режим для того, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ, который призван положить конец внутриукраинскому конфликту. Сергей Викторович, Диана Невес, Russia Today на испанском языке. Затрагивали ли вы во время переговоров возможное размещение военной инфраструктуры России на Кубе, в Венесуэле? Насколько серьезно Россия рассматривает такой вариант и насколько он реалистичен? И ведутся ли переговоры с правительствами тех стран? Какова их позиция в целом? Спасибо. Мы этой темы сегодня не касались.
Здравствуйте, Сергей Викторович. Вы упомянули, что это не последний контакт, это предварительный, и который продолжится, и что потом последует, после ответов, письменных ответов, предоставленных американской стороной, последует еще один контакт. Возможен ли саммит для обсуждения этих вопросов? И еще один вопрос. Как вы прокомментировали намерение Праги усилить военную помощь Украине, в том числе отправка артиллерийских боеприпасов, имея в виду, что новое правительство заявляло о желании улучшить отношения с Москвой и выйти из списка недружественных государств? Спасибо большое. Это какое правительство? Чехии. Чехии? Да. Ну, как-то вы вопросы спутали, по-моему. Первый вопрос я уже забыл. Возможен ли саммит России и США для обсуждения письменных? Да. Нет, ну я сказал уже, что мы ждем ответа официального на бумаге на наше предложение, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне. И давайте не будем забегать вперед. Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом. Ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены. И чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров. Что касается нового чешского правительства, да, мы слышим то, что заявляется, но, конечно, будем определяться, когда эти слова воплотятся в какие-то конкретные предложения, какие-то знаки конкретные в наш адрес. Ну и я не могу комментировать то, что делают наши натовские соседи и евросоюзовские соседи в отношении Украины. Мы многократно предупреждали их, что единственное, чем занимается киевский режим, это спекулирует на покрывательстве, которым он пользуется со стороны своих западных спонсоров. Как только вот эта русофобская истерика прекратится, всем будет очевидна несостоятельность этого режима. Hello, Minister. Over here. Jamie Keaton, Associated Press. Associated Press. Многие в мире обеспокоены подобными переговорами, как при участии господина Рябкова. Вы заявили, что Соединенные Штаты предоставят на следующей неделе письменный ответ. Можете ли как-то охарактеризовать? Это правильный шаг в правильном решении, это уступка со стороны США? И как долго Россия готова ждать удовлетворительного ответа? Знаете, вот попытка вот все разжевать, она сейчас просто неуместна. Я сказал все, о чем мы сегодня говорили, что мы сегодня обсуждали и на чем мы завершили наш полезный, откровенный разговор. Я не могу говорить, что мы на правильном пути, не на правильном пути. Мы это поймем, когда получим американскую реакцию на бумаге, на все пункты наших предложений. Сергей Викторович, добрый день. Телеканал «Звезда», Коковешников Константин. Спасибо за возможность задать вопрос. Вот в Российской Госдуме сейчас обсуждают инициативу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Вот как вы считаете, в случае отказа Вашингтона поддержать гарантии безопасности Москвы, готова ли Россия признать ДНР и ЛНР, то, чего не было сделано, хотя там прошел референдум? Спасибо. Ну, я спекулировать не буду, на эту тему уже комментарии высказали в Кремле. Что касается референдума, да, это был такой поворотный момент в истории украинского кризиса сразу после кровавого государственного переворота антиконституционного. И с тех пор Запад всячески увиливает от нашего вопроса о том, что же там было с точки зрения Запада, потому что они предпочитают нынешнюю историю украинской трагедии отсчитывать, как они говорят, а потом произошел Крым, а потом вот произошло восстание на Донбассе. Мы им напоминаем, ребята, а как же насчет тех соглашений мирных между президентом Януковичем и оппозицией, которые вы гарантировали, Франция, Германия и Польша. А потом наутро оппозиция их разорвала и сразу же выступила с откровенно русофобскими заявлениями и стала требовать русских выгнать из Крыма, потом туда отряды направила боевиков, после чего захватывать Верховный Совет, после чего крымчане-то и восстали, и провели тоже свой референдум.
Но по Донбассу референдум, состоявшийся и в Донецкой, и в Луганской областях, серьезно обсуждался на встрече нормандского формата, где готовились Минские договоренности. И нас упрашивали лидеры Франции и Германии, чтобы мы убедили представителей Донецка и Луганска подписаться под этими Минскими договоренностями. То есть, по сути дела, они пошли навстречу нормандской четверке и отозвали свои решения о независимости при понимании, что будут от А до Я выполнены Минские договоренности. Прежде всего, предоставление особого статуса этим территориям, закрепление этого статуса на постоянной основе в Конституции Украины в контексте децентрализации, проведение, конечно, абсолютно полной амнистии и организация выборов по согласованию. Все эти темы, все эти вопросы должны решаться по согласованию с Донецком и Луганском. Вот в таком состоянии сейчас находится история со статусом этих территорий. И мы в очередной раз и сегодня, и когда у нас была министр иностранных дел Германии, и в контактах с нашими французскими коллегами, заостренно ставим вопрос о том, что пора прекратить попустительствовать тому, что вытворяет киевский режим, и заставить его выполнить то, что было не просто обещано, а то, что было одобрено Советом Безопасности. Hi, David Khalifa from RT France. Earlier in the week, Emmanuel Macron proposed a new European security order to stand together against Russia. What do you think about this? Что вы думаете о... Считаете ли вы провокацией? Я не понял. Президент Макрон сказал, что надо создать предложение Макрона создать новый порядок России. Противостояния России. Он предложил создать новый порядок безопасности в Европе и призвал оставаться сильными перед лицом опасности со стороны России. Макрон призывал создать что-то против России. Я знаю, что президент Макрон наиболее последовательный сторонник способности Евросоюза быть более значимым международным игроком, включая обеспечение так называемой стратегической автономии Евросоюза. Сейчас там разрабатывается один из документов в этом направлении под названием «Стратегический компас». Конечно, мы следим за этим. Там очень сильное влияние тех самых русофобов, которые, как нас уверяли, как только вступят в НАТО и в Евросоюз, успокоятся. Они не успокоились, они только раззадорились. Но я не слышал, что президент Макрон, отстаивая необходимость стратегической автономии Евросоюза, аргументировал это необходимостью выступать против Российской Федерации. Здесь, по-моему, какое-то недопонимание. Minister Lavrov, good afternoon. James Landale from the BBC. BBC. What does Russia want most? Чего Россия хочет больше всего? Независимая, нестабильная Украина или сильная Европа? Ну, нестабильная Украина, она действительно фактор нашей общей жизни политической, но эта нестабильность, я уверен, что вы, будучи опытным журналистом, прекрасно понимаете, откуда ноги растут. Достаточно посмотреть на то, что происходит вокруг возвращения Порошенко в Киев и всего, что за этим последовало, как это все было обставлено. Но насчет сфер влияния, я спросил сегодня у Тони Блинкена, как он может объяснить то, что после того, как президент Казахстана обратился на основе устава ОДКБ за помощью в подавлении террористической угрозы, которая подпитывалась извне, и он публично стал заявлять, что пусть Казахстан нам объяснит, зачем он это сделал. Но он никак не прокомментировал, но это отражает менталитет западного сообщества, которое непоправимо уверено в собственной исключительности, что им можно все, а другим, если они разрешат. Посмотрите, как
вот ведет себя тот же Европейский Союз. Федерико Могерини, которая предшествовала господину Борреллю на посту главы дипломатии Евросоюза, еще в 2018 году заявляла на совещании послов или постоянных представителей ЕС, говоря о Балканах, она прямо заявила, это почти цитата, когда в этом регионе находится Евросоюз, другим там делать нечего. Это разве не про сферу влияния? Есть много таких примеров, в том числе вот касательно того, что происходит в Восточной Европе, как сейчас на тех же Западных Балканах пытаются еще остающиеся вне Евросоюза и НАТО страны запихать туда всеми правдами и неправдами. Отговаривают напрямую от того, чтобы эти страны имели тесные отношения с Россией и с Китаем. Это разве не попытка навязать свою зону влияния? Зоны влияния существуют прежде всего благодаря той политике, которую колониальные державы проводили. И когда состоялась деколонизация, им очень не хотелось эти зоны влияния терять. И были выдуманы самые разные способы, как удержать эти территории. Так что мы видим, как эти зоны осваиваются по-прежнему. И как новые территории пытаются втянуть в зоны влияния наших западных коллег. Я откровенно сегодня говорил на переговорах с Энтони Блинкеном об этом. И печально, что взрослые люди занимаются вот таким контестом, кто круче, у кого больше, не знаю чего. Если бы мы все по-взрослому подумали о том, как нам жить в современном мире, чтобы он был безопасен с точки зрения происходящих изменений климата, с точки зрения других глобальных угроз, и терроризма, наркотрафик, и здоровья людей, которые подвергаются жутким опасностям в связи с пандемией, говорят, это далеко не последняя пандемия. Вот чем надо заниматься. А вместо этого мы занимаемся тем, что вот все сводится в российско-американских отношениях к тому, как себя чувствует Зеленский и его, значит, режим. Неправильно это. Мы не претендуем на зоны влияния, но то, что делает сейчас НАТО по отношению к Украине, однозначно показывает, что НАТО рассматривает Украину как свою зону своего влияния. Не щелкайте, пожалуйста, не слышно ничего. Сергей Викторович, обнародует ли МИД содержание ответов США на наше предложение по гарантиям безопасности в случаях вступления? Ну, это вопрос, который необходимо будет задать американским коллегам. Я сегодня думал об этом, но пока ответа нет, мы не будем эту тему поднимать, поскольку это их собственность, которая будет передана нам в качестве их позиции. Я считаю, что было бы правильно этот ответ придать гласности, и буду просить Энтони Блинкена, чтобы они не возражали. Спасибо.